Sydämen linnuoliku istunut number 27 28. jaanuar 2016. Имеем здесь поначале пересвет. Если первый пора воспитываете все пункт, вам откройте знак главы. Пожалуйста, кто за принятие повестки дня, прошу голосовать. Kõik saavad viibivad volikogu. Eelarve esimene punkt, Sirame-Vinne ülevaate teine lugimine, ettekandja Tatjana Ivana. Уважаемые депутаты, прошу руководителей представляет вам бюджета 2000 года. Во втором чтении, прежде чем проект представлен был на городском собрании, прошла большая работа комиссии. Назначенные условия все комиссии представили свои предложения. Также на комиссиях были рассмотрены предложения депутатов, 4 депутатов, один Кустаева и Бесхарикова, Бухарскоренко и Мухкан, предложение депутата Ирины Назаровой, предложение депутата Михаила Соколова, который были отдельно представлены. Все это находится информация в протоколах всех комиссий. И заключительное заседание финансовой комиссии городского управления, которое прошло 21 января. Сегодня как раз это результаты большой работы. Я стараюсь выложить описать изменения, которые произошли в нашем бюджете по сравнению с вторым чтением. Доходы основной деятельности. Вы видите, что доходы налогов мы уменьшили 58 625 евро. Но это не та максимальная сумма, на которую бы хотелось уменьшить наши доходы налог, потому что прежде мы будем смотреть, как в последние годы поступал доходный налог, сравнение с фактом исполнения поступления доходного налога 2015 года, сумма 7 146 150 составляет 4,3%, что, в общем-то, той ситуации, которая в сегодняшний день во всем известна, становится достаточно критичной. Изменили налоговые внимания, налоговые рекламные внимания. У нас увеличились доходы от хозяйственной деятельности наших учреждений, плановые, которые мы планируем. Здесь сыграла роль то, что учреждение СУПИС у нас начинает с февраля этого года оказывать дополнительные услуги. И поэтому целевые деньги социальные индустриальные идут целевым назначением на хозяйственные расходы и на персональные расходы этого учреждения. И еще небольшую цифру, 6 500 евро мы добавили долги Государственного управления за обучение детей в наших учебных учреждениях. Если говорить о денежных средствах государственного бюджета, потому что на сегодняшний день ни Красный фонд, ни Городский фонд еще суммы не утверждены, которые утверждены денежные средства на заработные платы педагогов и все, что связано с образованием и стороны государственного бюджета. Здесь мы взяли те цифры, которые были на момент уже окончания работы всей комиссии и финансовой комиссии городского управления. Но сразу хочу сказать, что эти цифры меняются раз в неделю. И поэтому уже сегодня я смотрела, что есть некоторые изменения, которые, уже, когда будет утвержден государственный фонд вместе с кассовым фондом, будем уже рассматривать и по целевому назначению добавлять. Значит, кассовый фонд бюрата увеличится на 38 772 евро. То есть пока у нас идет уменьшение. Вообще исчезает у нас инвестиционный компонент в школах. Питание наших школьников уменьшено, оно рассчитано по количеству учащихся у нас. Пока деньги на дороге у нас уменьшились на 1864, но буквально сегодня я смотрела, и я думаю, что если еще ничего не поменяется, 1000 опять увеличится. Социальные услуги уменьшились на 2747 евро. Семейное пособие пока уменьшается на 78.
1912 евро, но у нас очень большой переходящий остаток целевых этих денежных средств бюджета 2015 года. Поэтому, исходя из этого проекта, целевые деньги из госбюджета уменьшились в сравнении с первым чтением на 83 тысячи. Но это опять я говорю, что не окончательный вариант, и деньги все целевые, никакие расходы мы направить не можем, поэтому я думаю, как только он будет утвержден кассовый фонд, мы сделаем срывание и уточним уже сумму. Денежные средства, которые целевые, дотация автобусной линии, мы увеличили на 3,5 тысячи евро. На ту сумму 7 тысяч, как мы получили в 2015 году, поскольку 3,5 в 2015 году пришли практически в осенний период. И еще на 20 523 евро целевые денежные средства. Это деньги проекта, который поддерживается КИК по нашим школам на тему питания в школах. Деньги, они целевые и по целевому значению расходной части бюджета у нас отражены в прочих расходах образования. Прочих доходов мы изменений не делали, и если смотреть, то наши доходы основной деятельности, с учетом, конечно, самого большого уменьшения в части вступления к доходному налогу, в целом уменьшили на 62 296 евро. На театральные дети сказала, когда они в каком объеме у нас теперь доход от основной деятельности 13 миллионов 89 373 евро. Структура наших доходов, как обычно, доходы от налога составляют 55,5%. Со стороны государства мы ожидаем 33% получить доходы от хозяйственной деятельности наших учреждений, 11% и получить доходы 0,5%. Если сравнивать эту структуру доходов по трем годам, 14, 15 и 16, то мы видим, что в общей сумме доходов основной деятельности в 2016 году доходы от налогов у нас несколько выше. Что касается доходов от хозяйственной деятельности, в общем-то, процент одинаковый, и пока у нас чуть ниже, чем предыдущие два года, целевые денежные средства со стороны госбюджета, но и понятно, здесь, конечно, большую роль сыграет увеличение денег, которые пойдут на заработную плату педагогов, поскольку заработная плата педагогов будет увеличена, и когда сумма будет утверждена, мы сделаем перерасчеты, наши педагоги с января месяца получат все денежные средства перерасчетом уже здесь готовы. Если говорить про расходы основной деятельности, в данном случае здесь по сферам деятельности расходы, вы видите, что практически все сферы деятельности в сравнении с первым чтением расходы свои увеличили. Здесь сыграла роль в первую очередь то, что были переходящие денежные средства, если мы говорим про социальную защиту, целевые денежные средства из бюджета, переходящие с 2015 года. Если говорить про образование, здесь большую роль сыграли, конечно, то, что мы в первую очередь смогли во втором чтении найти денежные средства и увеличить заработную плату эфитерапии, помощников учителей в детских садах. То есть мы понимали намного, но в первом чтении заработная плата была минимальная, сейчас 440 евро на 10 евро. Следующее, что повлияло на увеличение в Харибус, это денежные средства, которые пошли родительская плата классов английского языка, изучения, и, конечно, у наших школ было также очень достаточно большие средства целевых денег по проектной деятельности, которые они получили в 2015 году. В первую очередь это большой проект Прометеус, который порядка 21 тысячи Иванове на ход перешел. Также мы добавили еще переходящие договоры по детскому саду Янусики, ремонтный договор, и денежные средства питания родителей, которые также по целевому значению перешли в бюджет 2016 года. Свободное время культуры. Здесь также повлияло переходящие денежные средства по проектной деятельности, целевые деньги, которые выделены государством на поездку наших хоров на репетиции. Что касается городского хозяйства, также идет небольшое увеличение. Это тоже договоры, которые были заключены в конце 2015 года и в переходящем остатке экзамена у нас 2016 год. Немножко у нас уменьшилось управление, мы уменьшили
хозяйственные расходы бухгалтерии и уменьшили резервный фонд. Что касается общественного порядка, у нас осталось без изменения. И расходы основной деятельности, вы видите, увеличились во втором чтении на 225 297 евро. Здесь на диаграмме представила, и во втором чтении наши расходы основной деятельности составляют 12 505 184 евро. Структура наших расходов по сферам деятельности: образование почти 50%, 15,5% свободное время и культура, 10% идет социальная помощь, 10% хозяйство и 10,8% управления. По 3 годам, как у нас структура наших расходов по сферам деятельности, практически мы повторяем наши сферы. Если мы смотрим 14 год, хозяйство здесь был большой процент, но здесь по факту исполнения бюджета 2014 года нашли отражение деньги целевого назначения на закрытие свалки. Поэтому такой большой процент у нас получился в 2014 году. Если смотреть структуру наших расходов по источникам финансирования, то надо сказать, что пока 46% это персональные расходы из городского бюджета, 16,2% персональные расходы государственного бюджета. Я думаю, что если в следующем объем денег идет бюджет увеличится, 26% у нас уходит на городское хозяйство, на хозяйственные расходы. Выплата социальных пособий 6,4%, целевые дотации на деятельность 4,7%. И если мы смотрим по годам, опять структура 3 лет практически одинаковая. И 14 год, как я уже сказала, расходы хозяйственные – это закрытие свалки с денег, которые мы получили от них. Если смотреть нашу инвестиционную деятельность, здесь произошли изменения. Что касается договорных, продажи основного имущества, продажа квартир не изменилась. У нас появилась продажа земли по почте 5,22 тысячи, ожидаем получить. И наши расходы, то есть те деньги, которые мы вкладываем в те объекты, которые мы хотим реновировать в следующем году, вы видите, что сумма уменьшилась на 1 484 326 евро. На гимназию, если по порядку, на помещение первого этажа, где библиотека наименовала эти помещения, мы заложили 226 374 евро, а что больше на 43 308. А реконструкция бульвара мэрии у нас уходит из нашей инвестиционной деятельности. Мы будем выдавать денежные средства на внешнюю помощь ходатайства. Ответ мы ожидаем только в июле месяце, и все будет зависеть от того, какой мы получим ответ, и когда мы уже знать положительный ответ, когда мы вернемся к этому вопросу. Ремонт дорог пока у нас уменьшен на 1864 евро, но, как я говорила, что, скорее всего, эта сумма увеличится порядка 5 тысяч евро. Что касается сноса домов, у нас эта сумма уменьшилась на 30 794 евро, проведен конкурс госпоставки, заключены договоры с Кредексом, определена доля, которую нам выделяет Кредекс, и наша доля. Следующее изменение – это утепление чердака в здании Шкалова 25. Мы оставили только 2400 евро на подготовку проекта, и проект будем подавать уже в сентябре месяце на поддержку внешне. Что приотноска зданий клубе музыкальной школы уменьшилось на 13 510 в связи с проведением конкурса госпоставки. Видеофайлы оставляем. Проект реконструкции моста на Сыхе оставляем. За счет экономии денежных средств по конкурсу госпоставки по обслуживанию городского электричества у нас появилась экономия 14,5 тысяч евро, мы направляем на освещение пешеходных переходов. Появляется у нас пункт подготовка проекта электричества на пользу 45 тысяч евро. Проект будем готовить и подавать конкурс для поддержки реконструкции этого здания.
Переходящие денежные средства с 2015 года, установка электронных счетов в здании Спорткомплекса Степкарев, работы по ремонту помещений около бассейна, детский сад Яне Мусики и 22 тысячи евро, которые мы ожидаем получить от продажи земли, мы также будем тратить на покупку этой земли. Если говорить про поддержку со стороны внешней помощи, со стороны структурных фондов, вы видите, что от ИАС 64 тысячи, то есть по 32 тысячи у нас остаются, 32 тысячи мы ходатайствуем на реновацию помещений библиотеки старой гимназии и 32 тысячи на цоколь здания Киеве. Мы убрали пока, что я уже сказала, по-моему, пусть поддержку и будем ждать решения комиссии в июле месяце и уточнили сумму по подписанным договорам открытия на снос зданий. Расходы, которые связаны у нас с выплатой интересов, банковских по договорам у нас уменьшились на 1662 евро. И если говорить про структуру доходов нашей инвестиционной деятельности, то 63% в той сумме, а сумма 933 240 евро, 63% плановый город, 24% мы планируем взять кредит в размере 225 тысяч евро целевым назначением на реновацию библиотеки здания гимназии, и поддержка всего составляет только 12%. Если смотреть по годам, то мы видим, что как раз поддержка у нас каждым годом 14 составляла 58%, 15 34,9% и пока 16 год у нас поддержка составляет только 12%. При этом растет инвестиционный расход инвестиционных доля городских денег. Если говорить про расходы нашей инвестиционной деятельности, это бассейновая деятельность, как конечно, определяется, на что мы тратим деньги. 51% будет у нас городское хозяйство, в образовании 42%, свободное время культуры 7%. И те изменения, которые произошли в финансовой деятельности, как я уже говорила, мы планировали кредит на реконструкцию Морякурска 225 тысяч. Мы теперь этот кредит не берем, а теперь берем целевым назначением на реновацию помещений библиотеки и здания гимназии. И наши обязательства после того, как мы в декабре взяли кредит в Данский банк на Сената, мы получили уже график возврата и уточнили на 596 евро выплата основной суммы. Если НДС уменьшились, то выплата основной суммы на 595 евро увеличилась. Общий объем бюджета во втором чтении составляет 14 миллионов 178 тысяч 73 евро. Уменьшение произошло на 1 260 тысяч 96 евро. И в первую очередь это за счет того, что мы увели поддержку внешнюю 1 275 тысяч, которую мы в первом чтении планировали на реконструкцию мэрии Курска. Структура доходной базы бюджета 2015 года. Доходы основной деятельности составляют 92%, ликвидное наше имущество или переходящий остаток 5%, и небольшие суммы это инвестиционные доходы и финансовые доходы. Если смотреть структуру бюджета, структуру расходов бюджета 2016 года, то расходы основной деятельности 88% занимают, расходы инвестиционной деятельности 7% и 5% это расходы финансовой деятельности. Общий объем бюджета 2016 года во втором чтении представлен сумма по 3 годам. Вы видите тот процент, о котором я говорила в начале, внесу это процент, если 14 год, к 13 у нас прирост был 5%, 15 к 14 3,5%, то пока у нас 16 к 15 факту составляет 4,3%.
И общий объем бюджета в сравнении с тремя годами 14 миллионов 178 тысяч 73 евро. И вы видите, это на 169 тысяч 377 евро меньше фактора объема бюджета 2015 года. То есть цифры 3 года практически мы идем общим объемом бюджета практически одинаковой суммы. Вот такие изменения, которые я хотела вам рассказать. Если у вас будут вопросы, я постараюсь ответить, и мои коллеги мне помогут. Спасибо, Татьяна. Пожалуйста, вопрос, уважаемый коллеги. Простите, коллеги, Ощущение, может быть, я был не всегда внимательным, когда самостоятельно смотрел бюджет в первом чтении, но меня все-таки интересует, нашло ли отражение в бюджете средства, которые должны быть направлены на выполнение различных предписаний, сделанных городским учреждением для значимых направлений. Да, к сожалению, писаний достаточно много, и все департаменты, почему-то наш город, мне кажется, видит больше всех в кавычках. Так, что касается предписаний. Часть предписаний, которых мы уже знали, и в первую очередь это сроки проведения электора аудита и небольшие предписания, которых мы знали, вошло в бюджет первого чтения. Часть предписаний появилась уже в конце 2015 года, и то, что смогли подготовить уже примерные проектные сметы по выполнению предписаний, суммы достаточно большие. В первую очередь это у нас музей. 17 тысяч добавлено на первый этап по предписанию по электроустановке санитарного музея. Это первый этап. Следующее предписание, которое тоже в конце 2015 года пришло, это также пожарная система, противопожарная деятельность. Это главное 14 открытых молодежных центров. И также мы заложили около 18 тысяч на эти действия. Предписание по диагностике, говорим по памяти, 8 тысяч евро мы вложили на диагностику, есть предписание. Что касается спорткомплекса, 12 есть, они перешли у нас и уже были выделены в 2012 году, в декабре перешли, в 2015 году, в декабре перешли у нас 16 год. Вот пока до сегодняшний день, я не могу сказать, что закрыто, потому что... Там еще 12 тысяч. 13 тысяч мы положили на полукамеру, которые тоже есть предписание, но, конечно, эти 13 тысяч, они не решают тот объем проблем столов, которые есть в здании банка. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какова площадь реновируемой библиотеки в гимназии, поскольку меня очень интересует этот вопрос, потому что сумма 326 тысяч с лишним, мне кажется, несколько завышенной. Тут причем написано еще существенно, когда хотела бы получить разделение этих цифр, чтобы было ясно, сколько идет действительно на реновацию. Если всю сумму брать, 326 тысяч на реновацию, если представить себе, что там 300 квадратных метров, то получается, что за 1000 евро стоимость квадратных метров, я вам честно скажу, можно построить новый дом. Ну там стены стоят. Давайте, наверное, Татьяна, освободим от этого ответа, попробую ответить. Я пользуюсь возможностью, Олег сидел, спрашивал, я сижу, отвечаю. Значит, конечно, мы сейчас площадь с точностью до квадратного метра вам не скажем. Ясно, что там 300 квадратных метров больше. То решение, которое мы дальше будем обсуждать относительно разрешения вообще представлять такой проект и осуществлять госпоставку, написано в ПУНе. И смета взята, прошу прощения, из сметной стоимости, приложенной к проекту целиком реновации всей гимназии, вычленена эта часть. Что у нас получится в результате конкурса госпоставки, покажет время. Поэтому мы написали в ПУНе, значит, проводя конкурс госпоставки на строительную часть, в том числе и оборудование, которое неразрывно связано со строительством, если мы получим дельту, эта дельта будет истрачена полностью на несисустаментарно значительно дороже, чем разница между строительной частью, что сейчас предполагается, но хоть что-то
для того, чтобы можно было бы уже библиотеку в этом году в университете бонусы пулик перевозить, можно было бы уже делать, ну, по крайней мере, если даже покупать. Поэтому 300 квадратных метров точно нет. Я надеюсь, в ближайшее время я на электронную почту скину. У меня сейчас нет с собой информационной. То есть там меньше, да? Я думаю, что значительно больше. Какие там 300? Если вы помните, когда мы гуляли, там мы обсуждали возможности библиотеки, ну какие 300 квадратов? 300 квадратов 30 на 10. Там... Поэтому не надо манипулировать цифрами относительно, что за это можно новое построить. Еще раз говорю, что это приложенная к проекту реконструкции смета, которая взята для того, чтобы ставить ходатайство. Конкурс покажет. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. У меня такой вопрос. В бюджете у нас заложен рост поступления от подоходного налога, да? Это учитывает сокращение кредитов, которые сейчас происходит? Никак не вяжется ситуация, которая сейчас сложилась с нашей Я понимаю, да, мы об этом говорили уже много. Значит, то, что мы начинали планировать еще из кабинета, это было первое чтение, потом мы уже знаем, что то сокращение. Значит, я могу ответить здесь следующим образом. Как я уже вначале сказала, городское управление и финансовая комиссия, мы оцениваем, что это высоковат процент для этого года. Но те действия, которые будут сопровождаться сокращениями людей со стороны Тодухаса, до сентября, до октября месяца они будут получать компенсации, это будет оказывать тоже влияние на поступление подоходного налога, то есть то, что им будет платить Тодухаса, также будет облагаться подоходным налогом. Проблемы у нас могут возникнуть в осенний период. Но параллельно с этим, что касается ВТБ, я посмотрела все его фабрики по данным, которые наш план дает возможность нам смотреть. Вот все, что связано с ВТБ, там, по-моему, 5 или 6 назовых фабрик, да, перечисляю, то наших людей там 37 человек. Будут ли они сокращены, попадают ли они там обслуга транспорта или какие-то сопутствующие основному производству. Пока, скажем, точно мы не знаем. Что касается Стенергии, порядка 100 человек, наверное, наших там есть, но тоже опять информация, что кому-то сказали, теперь уже он не сокращается, то есть, я имею в виду про Славянск, все равно в городе эти разговоры идут, люди общаются, тема такая, которая всем тревожит. Вот на фоне вот этих сокращений тоже не стоит забывать про то, что категория наших сотрудников, а мы третьи вот, по количеству выплаты налогов вместо бюджета городского управления, то все-таки повышение заработной платы, которое произойдет как и минимальное, как педагогов, так и педагогов детских садов и детских общеобразовательных школ, все-таки свой плюс дадут. Идеальный был бы вариант не больше 3,5%. Ну, вот, скажем, мы рискуем. В течение года будем смотреть, и в нарусе, который мы говорили про утверждение бюджета, там последний пункт записан, что финансирование наших учреждений из городских денег пойдет 1/4, то есть поквартально. Мы будем, я имею в виду финансовый отдел, будем держать ситуацию, как поступает подоходный налог, в каком объеме, и все это тормозить финансирование, то есть не давать сразу тратить на приобретение, на текущие ремонты, на то, чтобы равномерными долями по кварталам как-то параллельно с поступлением финансов в город и выпускать финансовые расходы. Здесь я не могу говорить государственные деньги, они по целевому назначению, мы будем их выпускать. Что касается договоров по городскому хозяйству, они тоже определены конкретными условиями, и строительные договора на инновацию. Здесь немножко момент другой. А вот текущие расходы наших учреждений мы будем держать под контролем и пересматривать, конечно, бюджет весной и летом, в первую очередь осенью. Но я думаю, до октября должно быть все в порядке, а вот проблема начнется в 1 октября. Можно начать. Спасибо, этого не скрываем. Скажите, пожалуйста, заложен ли в бюджет средства на оказание бесплатной правовой воспитательной помощи, которая сделана в предложении по
заложены в сумме 1935 евро, бесплатная правовая помощь на полгода. Этот расчет сделан, эти денежные средства заложены в социальной программе, которая аккумулирует наши городские деньги, то есть которая саккумулирована из наших денежных средств городского бюджета. Мы посчитали, что это своего рода все-таки оказание социальной услуги для населения, помочь им за это. Я думаю, что когда городское управление социальной помощи, комиссия по социальным вопросам уже будут распределять по этой программе денежные средства, феврале, да, президент рассказывает, я думаю, что это будет отдельно страховой, и правовая помощь в этом году на полгода будет обеспечена. Спасибо, пожалуйста, Олег. Пожалуйста. Спасибо за доклад. В принципе, почти все зрительно, но если вы помните, что я в предыдущие годы, предлагал увеличить бюджет еще налога, чтобы решить какие-то социальные вопросы и так далее. Сейчас я на самом деле, более пессимистично считаю, что на самом деле тот блок, который заложен, скорее всего, не будет. Но с этим конкретно вопрос бюджета. Если будет серьезно недоступление налога, какие статьи будут в первую очередь резаться? Или мы не возьмете, может, кредит на всего? Кредиты мы не имеем права брать по отношению текущих расходов, нельзя и неразумно это делать. Я думаю, что в первую очередь, думаю, что это, наверное, я сейчас скажу свои мысли, может быть, это не популярно, но на комиссиях всегда я говорю, что в первую очередь мы должны выполнять те обязанности, которые возложены законом о местном самоуправлении. Уже наша добрая воля, я имею в виду городского собрания, городского управления, поддерживать наши различные ТЮ, общественные организации, я понимаю, там не как большие деньги, но тем не менее. Когда в 2009 году мы переживали жесткое время, у нас был разработан план кризисный, который, в общем-то, и смог нас вывести из тех затруднительных положений, где мы предусматривали и давали задание руководителям переводить по возможности часть работников на сокращенный режим работы, скажем, отправлять неоплачиваемые отпуска, сокращать время работу, скажем, учреждений культуры, я понимаю, садики немножко закрыты, но тем не менее. То есть вот такие отходные пути у нас уже отработаны. Я думаю, что та школа, которую мы прошли в тренерские годы, она, в общем-то, дает возможность применить те условия к тому, что сейчас есть. К тому, если что-то вдруг случится. Но, с другой стороны, время идет, и опять я, может быть, могу предположить, если в 2015 году, поскольку у нас стоимость электроэнергии по городскому освещению, она идет биржевая, там тоже идет игра, и мы получили экономию достаточно большую, и здесь играет. И потом в этом году стоимость по нашему учреждению, стоимость электроэнергии после проведения конкурса господставки, она также стала ниже. И, конечно, планируя коммунальные расходы, я понимаю, что нужно брать среднее, специалисты по особенно по теплу, по этим расходам, по физическим объемам, я же говорю не про деньги, потреблению, там среднее за 5 лет, потом мы будем говорить, в общем-то, какой объем можно применить. Но здесь опять можно только предположить, если конечно, наша зима будет такая, как у нас предстояла январь, это одна история. Вот такие моменты. Вот я поэтому говорю, что финансировать мы будем наше учреждение поквартально. Поэтому есть время сориентироваться, смотрим, как поступает, где мы можем экономить, и тогда уже городское управление начинает действовать по той программе, которую, если в такое кризисное время, мы смотрим, что подоходный налог уже, скажем, летом мы начинаем доставать, мы с этой программой выйдем вам вопрос оправдания и получим от вас волитус разрешение на то, чтобы применять эту программу. Пожалуйста, это дело, мы перед недавно встречались с бюджета и довольно подробно прошлись по записке. Вы слышали наши предложения и, скажем, проявляете бюджет. Кроме этого, мы давали письменно несколько предложений. Скажите,
пожалуйста, хоть одно предложение из того, что вы слышали, то, что вы написано, включено в бюджет. Нет, ничего не лично. Все это, все комиссии рассматривали ваши предложения, как я уже говорила, обсуждали, все это есть в решениях комиссии, в протоколах, не нашло отражения в бюджете. Так, простите, я не знаю, что. Конечно. Скажите, пожалуйста, я не обнаружил в бюджете цифры 125 тысяч евро, которые должны вернуться в бюджет от МИКи. Почему? Нет? Их там нет, потому что решения всех комиссий, куда направляла запрос Анна Николаевна, были представлены Анной Николаевне. Я думаю, вы тоже про это знаете, что все решения насчет этих денег, когда не 125 тысяч, а 73 тысячи. 73 тысячи, если уже точно быть. Этот вопрос, как решили все три комиссии, куда был направлен запрос, будет возможно решение по мере того, как будет подготовлен годовой отчет о хозяйственной деятельности предприятия, и по результатам этого отчета будет приниматься решение. Это в конце мая должны представить. Давайте я еще добавлю, Елена Николаевна, извините. Коммерческий кодекс четко регламентирует уровень полномочий общего собрания, правления, совета и самого акционерного общества в части своей хозяйственной деятельности. Это рекомендую на русском языке, это было понятно. Второе. Деньги выделены в 2010 году в связи с тем, что закон о местном самоуправлении запрещает местному самоуправлению предоставлять кредиты, суды и выступать гарантом по обязательствам третьих лиц, были оформлены не как возвратные суммы, а как целевое финансирование. Как целевое финансирование. Без обязанности возврата. Это второе. С этим тоже знакомы, потому что мы на эту тему отвечали. Значит, третье. Правильно, как Татьяна сказала, не надо манипулировать цифрой 125. 52 тысячи были выделены для покрытия издержек предприятий МЕКи по обслуживанию жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, то есть собственности города Силомяя, за определенный период. И только 73 тысячи евро были оформлены целевым финансированием с целью оплаты за потребленное тепло жилым фондом, который управляет МЕКи. Поэтому это не нашло отражения в бюджете, потому что коммерческий кодекс дает легитимные возможности изымать деньги из частной структуры, принадлежащие какому-либо собственнику, либо изъятием прибыли, если эта прибыль по результатам хозяйственного года образуется, либо за счет других действий, которые имеются в виду продажи части акций, продажи всего предприятия, и эти деньги возмещать. Никаких других законных способов изъятия деньги из коммерческой структуры, в данном случае акционерного общества, не существует. Ответил я? Ответили, но сомнения остались по одной простой причине, что в данном случае законное изъятие из бюджета города в пользу акционерного общества есть, а возможности вернуть эти деньги нет. Значит, акционерное общество не изымало из бюджета никаких денег, это было решение представительного органа местного самоуправления, то есть городского собрания. Рекомендую открыть решение, открыть протокол и все внимательно прочитать. Как это было, как обсуждалось, что отвечалось и как сформулированы решения. Это все было предоставлено на запрос госпожи Назаровой, не помню, в апреле или в марте этого года. Все это подробно там описано. Можно еще раз к этому вернуться. Так что никакого изъятия бюджетных средств акционерным обществом не осуществовало. Это была добрая воля представительного органа в лице городского собрания в 2010 году. Спасибо. Можно, да? Спасибо. Спасибо большое. Частично ответила сама, только хочу сказать, что тот ответ, который получила в апреле, я могу ознакомиться с ее желанием всех депутатов. Я считаю, что там ответа как такового нет. Там буквально на все вопросы, которые я представила вместе получив раз, абсолютно отсутствуют цифры. И сказано так, что на мой вопрос разъяснить все и куда конкретно сколько пошло, было сказано примерно так. Поставить примерно максимально близко процитирую. Эти суммы утонули в общем потоке, сейчас дать эту сумму невозможно. Меня это очень удивляет, потому что у вас имеют очень жесткие отчеты, и все суммы конкретно на
чей адрес, на чье имя направлены, чьи дома погасить должны быть. Поэтому, если говорить очень серьезно, то это, наверное, не вопрос вот сейчас, это может быть в будущем, об этом вернемся. Но, Татьяна Борисовна, спасибо, у меня вопросы к вам. Скажите, пожалуйста, какие финансовые оценки были сделаны моим предложением, какие отделы работали над моим предложением комиссии, где можно познакомиться с этой финансовой оценкой. Попрошу вас ответить сейчас, если сможете, и переслать мне все это письменно. Я сразу вам отвечу. Когда ваши предложения разбирались в комиссии, обсуждали с городским управлением, ваши предложения не нашли поддержки. За исключением одного предложения, помощь молодым предпринимателям, новые рабочие места, с этим все согласны, это все поддерживают. Все остальные предложения, поскольку они не были никем поддержаны, они не рассчитывались, потому что и городское управление, и все комиссии профильные по вашим вопросам, которые занимаются молодежной деятельностью, и знают про эту молодежную деятельность, и насчет туалета и всего прочего, поскольку ваше предложение не подлежало ни на комиссии, ни городское управление, расчеты делали не было. Да, пожалуйста. Я хочу сказать, то есть те предложения, которые я направляла, я уточняю, все комиссии городского собрания и не все, да, сочли вообще ненужными для города, расстояниями. Раз не получили поддержку, значит ненужными, их не нужно. У комиссии есть другие аргументы, которыми они, скажем, отвечали на ваши предложения. Это конкретно молодежная комиссия, где рассматривалась этот вопрос, финансовая комиссия, комиссия по образованию. Так что... Я уже добавлю, что еще, если, если речь идет о нашем Химярусу, то мы его не меняли, ситуация не такая же, как была год назад, то есть у нас были похожие вопросы год назад. Эти предложения должны иметь, согласно нашему Химярусу, также расчеты, то есть должны иметь источники покрытия предлагаемых расходов. Вот, и я могу сказать, что этих расчетов не было. Спасибо большое, как мы все достаточно хорошо знаем. Я не вносила предложение изменить бюджет. Когда меняется бюджет, выносит предложение изменить бюджет, нужно сказать, откуда, чтобы взять и внести это предложение. Я свои предложения внесла заранее с просьбой предусмотреть на стадии составления проекта бюджета. Поэтому ваши аргументы, господин Омов, совершенно есть неуместны. Хотите дать комментарий ответить? Нет, я сказал то, что я думаю, что он записал по Химярусу. Так, уважаемые коллеги, еще вопросы к вижу. Когда у меня в руках есть обращение к Центрийской фракции, пожалуйста, Людмила. Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие лица, представители Центрийской фракции, я бы хотел сделать некоторые дополнения Центрийской фракции по бюджету 2016 года. Центрийская фракция считает, что в случае перевыполнения бюджетных планов по отчислению подоходного налога физического лица или положительного результата конкурса поставки, необходимо утвердить первоначальные объекты и требующие финансового покрытия в 2016 году. Это следующее. Считать приоритетным повышение заработных плат педагогов садовников и работников культуры. Считать приоритетным поэтапное выполнение предписаний органов и участие в проектах, имеющих внешнее финансирование. В том числе ремонт школьных покрытия в Кампо-школе, столовая, электросистема, спорткомплекс «Фалер», здание Центральной библиотеки и открытый молодежный центр. Также подготовка проектов Приморского комбината и реализована в сумме 50 тысяч. Договоры участия в проекте инновации системы садоводческих и оперативных служб в сумме 25 500 общее. Увеличение средств на реновацию жилого фонда. Средства для проведения экспертизы прибрежного участка ссылки около равно 4.
ремонт крыльца городского музея, обновление детских игровых площадок в сумме 30 тысяч, оснащение общественного учреждения «Лотос», утепление детского сада «Тайсика», ремонт помещений молодежного торгового центра по адресу Волга 14, 21 тысяча, и строительство площадки для выгула и тренировки собак. Можно задать вопрос? Простите, Леонид, вот по этому выступлению, о нашем положении, в принципе, депутаты вопросы не задаются. Вы конкретно касаетесь этого? Конкретно вот цифру по Приморскому бульвару, что 50 тысяч, поясни, пожалуйста, если можно. Или я же кого-то не неправильно выступление, я сейчас не... Нет, Леонид, вы имеете саму цифру. Это первоначальная возможная сумма, необходимая для проектирования. Комбината. Насколько? Я рассказываю, я немножко. Конечно. Итак, уважаемые коллеги, переходим тогда к проекту постановления. Но прежде, в соответствии с нашим положением, слово председателю финансовой комиссии. Пожалуйста, Уважаемые депутаты собрания, финансовая комиссия рассмотрела проект бюджета на 2014 год, который представил городское управление на чтение с учетом предложений, которые представили комиссии городского собрания, и приняла решение поддержать представленный городским управлением бюджет с исправлениями, которые представили комиссии городского собрания, и с теми изменениями, которые сделаны в бюджете на основании этих предложений. Спасибо. Коллеги, переходим к проекту Мяруса. Обращаю ваше внимание, что здесь дается разрешение городскому управлению при подаче продажи финансирования проектов и мероприятий указанных в программе развития города продолжить обязательно на срок до 3 лет в следующем случае, если общая сумма обязательств, принимаемых на бюджетный год, не превысит расходы запланированных в бюджете города Соломена на 2016 год, составляет параграф. В том числе городское управление разрешается взять краткосрочный расчетный кредит в размере до 500 тысяч евро на покрытие текущих доходов 2016 года. И в том числе дано разрешение производить бюджетные средства перемещения расходов по сферам деятельности в соответствии с изменением классификации, утвержденной правительством республики. Первоначально, в первую очередь, еще раз напоминаю, обратите внимание, суммы, которые здесь представлены, это основные доходы 12 миллионов 89 373, основные расходы 12 миллионов 505 084 евро, инвестиционная деятельность в соответствии с приложением 3, у вас она есть, коллеги, и в том числе кассовая наличность 55 121 евро. В том числе, то, что касается сегодняшнего вопроса, который задавал Андрей Романчук, обращаю ваше внимание на 3-й параграф, это касается финансирования отдельных учреждений. Именно здесь, в этом параграфе, говорится о том, что идет поквартальное финансирование, финансовый отдел отслеживает существующую ситуацию и при необходимости, в том числе и городскому собранию, придется вводить дополнительными мерами, но на данный момент это является зафиксировано. Какие-то ваши замечания по поводу проекта, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вы сказали, что 500 тысяч на покрытие текущих расходов. Но только сейчас Татьяна Борисовна говорила, что на текущие расходы кредит будет. Татьяна Борисовна, вы это называется расчетный кредит, который может браться городским управлением в рамках одного года. Как пример назову, мы начинаем выполнять реконструкцию, скажем, бульвара Мэрии, положим, где внешняя помощь больше $1 000 000 евро. Проекты все финансируются, сначала мы вкладываем свои деньги, делаем отчет, и потом эти деньги уже из проекта возвращаются. Вот на этот момент, когда мы чувствуем, что у нас нет той возможности оборотных средств, мы можем на 2 месяца в банке взять 500, может быть, там 200 на тот момент нужно будет деньги, на 2 месяца берем в банке деньги, через 2 месяца у нас приходят деньги из ГРС, и
мы вам прекращаем. Это кредит работы в рамках одного года, как расчетный. Коллеги, в прошлом году подобный пункт уже существовал в том мясе, с которым принимали в связи с принятием бюджета. Итак, еще есть какие-то замечания по проекту? Если нет, тогда ставим на голосование, кто за то, чтобы принять бюджет 2016 года для города Северная. Прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Если у вас кто-то против, 1, 2, 3, 4, 5. я работаю тут. Я бы хотела сделать разъяснение, что было внесено. Абсолютно за то, чтобы поддерживать повышение зарплаты всем учреждениям, за то, чтобы поддерживать детские дошкольные школьные учреждения и развитие молодежного центра, и все остальное. Но проголосовала против, потому что мне кажется, что все-таки не предпринимается никаких особенных, скажем, вообще усилий мер для того, чтобы пополнить бюджет, для того, чтобы вернуть деньги, проанализировать более тщательное и полное использование средств и проанализировать все эти расходы, от которых, может быть, можно было отказаться, как я уже говорила. Спасибо, Николай, за дополнение. Если же скажу, в соответствии с законом, нет никакой возможности голосовать за отдельные части бюджета. За бюджет голосуется полностью. Спасибо. Итак, переходим к второму пункту. Так, уважаемые коллеги, второй пункт повестки дня. Признание успешных предложений по поставке обслуживания городской автобусной линии с включением трудового обслуживания. Так, уважаемые депутаты, в октябре решением городского собрания было принято решение провести конкурс поставки на обслуживание 34-го маршрута сроком на 3 года. Городское управление была решением городского собрания на основании расчета предварительного, сделанного специалистами управления, утверждена максимальная стоимость этой поставки. Городским управлением была организована процедура проведения госпоставки. Ну, вы, наверное, справочку откроете, чтобы вам было удобно ориентироваться. Напомню, что 276 тысяч было решение горсобрания, выделена предельная цена этой поставки. К сожалению, это, в принципе, было, в общем-то, ожидаемо. Участвовал один участник, который дал на 32 тысячи евро больше, чем вашим решением было утверждено. Значит, есть два пути возможных, как действовать. Первый путь – эту поставку признать неудавшейся, решением городского собрания изменить, наверное, предельную цену, объявить новую поставку и, скажем, проведя эту процедуру, получить другие предложения. Причем не факт, что эти предложения будут дешевле, потому что специфика нашего маршрута автобусного такова, что, скажем, интереса большого у предпринимателей она не вызывает, так как очень специфично. То есть на обслуживание такого специфичного маршрута в нашем городе, ну, вы прекрасно многие знаете его расписание, его маршрут, как он автобус двигается, необходимо держать 3 автобуса, наверное, или 3 водителя, я, честно говоря, не знаю, сколько там водители держат. И поэтому участвовать, наверное, реально могут только те фирмы, которые в нашем регионе занимаются междугородными автобусными перевозками. Поэтому, ну, наверное, с ожиданием 99% в новом конкурсе участвовал тоже участник и вряд ли дал меньшую цену. Второй путь, который вам предложен как официальная точка зрения городского управления в виде проекта решения городского собрания, согласиться с той ценой, которую единственный участник поставки ставил, согласиться заключить с ним договор. Напомню, что у нас уже в понедельник должен быть новый перевозчик, ну или старый новый перевозчик, то есть у нас договор заканчивается в 0 часов воскресенья, то есть с воскресенья на понедельник. Поэтому городское управление предлагает вам такой проект решения, который бы позволил заключить договор с тем оферентом, который представил единственное предложение с той ценой, которая отражена в этом проекте решения. По этому году, по 2016 нагрузка в бюджет по дотации автобусного сообщения увеличивается на 8440 евро.
да, и продолжить обслуживание нашего маршрута 34-го на ближайшие 3 года, начиная с 1 февраля. Ну, наверное, у меня все. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо, Александр. Еще, пожалуйста, простите, или пожалуйста, Скажите, а как клиент объясняет увеличение цены на фоне падения цен на топливо или Значит, давайте маленький ликбез. Значит, процедура госпоставки предусмотрит разработку хранки документов, то есть документов поставки, и одним из элементов которого является предложение по цене. Никаких требований по разъяснению конференту относительно ценообразования той суммы, которую он предлагает, закон не предусматривает и не требует. Поэтому объяснений здесь никаких, естественно, конферентов не представляет, но мы, в принципе, реально осознаем, что так как водители автобусов, это входящий в профсоюз работников, водителей автобусов, которые действуют на территории всей Эстонии, насколько я знаю, ежегодно этот профсоюз договаривается с объединением вот этих автотранспортных предприятий о уровне заработной платы. Я думаю, что львиная доля, скажем, вот в этой стоимости, наверное, составляет расходы, в том числе и на заработную плату. Ну а так как мы в условиях поставки потребовали, значит, чтобы, скажем так, свежесть автобуса не была меньше, чем 7-летнего срока с момента автобуса производства, наверное, это тоже вызвало определенное вот этот, скажем, непопадание нашей предварительного расчета в ту стоимость, которую клиент представил. Ответил я, понятно? Пожалуйста, Олег. У меня вопрос такой. Очень красиво, когда, например, Эстиэнергия возит своих работников и оплачивает этот транспорт, то есть своим транспортом возит туда. У нас много народу ездит на предприятия промышленной зоны, но они никоим образом не участвуют в перевозке своих работников. Поэтому у меня такое предложение, если мы в данном случае, например, соглашаемся с безальтернативным вот таким предложением, да, то надо выходить тогда с предложением к работодателям об оплате компенсации за транспорт части. Ну, хочу сказать, что такое аналогичное предложение где-то года 1,5 или 2 назад уже формулировала комиссия городского хозяйства, и такие переговоры с работодателями, которые работают на территории свободной зоны, были проведены. Значит, мелкие предприниматели, у которых работников немного, они сказали, что для них автобус вообще не проблема, и поэтому, как говорится, мы можем решать вопрос с личным транспортом. Но крупные работодатели, позиция такова, мы платим через Тулмакс своих работников налоги в город, и задача города обеспечить общественный транспорт на территории города. То, что вы сказали про Эстиэнергию, да, хорошо, но в связи с тем, что они находятся довольно экстерриториально, и там работают работники многих самоуправлений, ну, наверное, решает этот вопрос так. Поэтому ответ предпринимателей, скажем, отрицательный крупных предпринимателей, работающих на территории свободной зоны. Поэтому повторно переговоры устраивать я, например, при связке с руководителем, ответ я заранее прогнозирую. Спасибо, простите, Олег. Пожалуйста. Ну, очень приятно, что комиссия городского хозяйства услышала мое предложение о том, что нужно вести переговоры с работодателями, которые сказала 3 года назад. Это приятно, что комиссия это слышит. Но, наверное, если бы хотели поработать, и городское управление комиссии, результат был, наверное, лучше. Так что этот вопрос открыт, и нужно в этом направлении работать. Мой вопрос заключается в следующее. Скажите, пожалуйста, при рассмотрении вообще автобусных перевозок в городе рассматривался ли все-таки вариант бесплатной организации автобуса, который намечен, в какую сумму это бы для города обошлось? Какая это сумма, о какой сумме мы столько лет речь идет? Так, билетный сбор по итогам отчетности 2015 года это 15 000 евро. Значит, все это мы с вами обсуждали в октябре, когда дискутировали относительно выдачи разрешения на проведение конкурса поставки. И городское собрание большинством согласилось, что в 2016 году мы оставляем все как есть, а начиная с 1 января 2017 года это заложено в документах госпоставки, откуда и сформировалась, видимо, цена перевозчика, у нас перевозчик
старше 7 лет, и до 10 лет уже тоже автобус, формально как бы 7 лет, а фактически то, что сейчас автобус есть, конечно, это совершенно станет никакого качества. Не получится ли так, что будет опять следует автобус, но к сожалению, понимаете, будет там техосмотры местное самоуправление осуществляет. Есть для этого государственные институции, уполномоченные государственные институции это проводить. И формально мы можем придраться только к возрасту автобуса. Если автобус пройден текущий техосмотр и нет никаких нареканий от дорожной полиции, мы снимать с рейса такие автобусы, к сожалению, не можем. Я понятно объясню? Нет, у нас в рамке документов написано, что автобусы должны быть, конечно, и чистые, и двери, и открываться, и теплые, и прочее. Но я говорю, этот вопрос, он, скажем, такой. По поводу валидаторов, один валидатор или 20 автобусов? Ну, у нас это в рамке документами не определено количество валидаторов. Я думаю, что это вопрос уже дальнейшего, не знаю. То есть требуется ли 2 валидатора в автобусе. Это вопрос принципиальный, потому что из-за того, что это валидатор, автобус полный хаос. Все стремятся к валидатору в переднюю дверь, ключи, уже ввели все, без палочки, там с чего. Я говорю, что мы не ставили вопрос о 2 валидаторах. Мы не ставили. То есть у нас написано, что система валидирования. Я боюсь, что это уже вряд ли требуется возможно, потому что это определенные расходы дополнительные, и вряд ли предприниматели возьмут на себя просто так. Как бы это ни было печально, в Париже, когда заходишь, карточку только вот к одному валидатору прикладываешь. И нет там больше в каждой двери валидаторов. Представляете? Представляю, видите, маленький Париж. Закон позволяет проводить конкурс с привязью одного клиента? И никаких ограничений нет. Если бы даже никто не представил, то в этом случае были вынуждены отменить. Ставьте еще, пожалуйста, вопрос. Замечание? Спасибо, Александр. Не вижу. Возвращаемся, когда уважаемые коллеги, проект решения. Ставлю на голосование, кто за то, чтобы признать успешным представленный на АЭС акт поселения предложения по поставке автобусной линии города Северная стоимостью 308 706 налогов с НСО. Полномочий вице-мэра Александра Карева заключить договор публичного обслуживания на период с 1 февраля 2016 года по 31 января 2019 года для обслуживания автобусной линии на условии подтвержденных 9 ноября 2015 года документов госпоставки. Юрию Петренко необходимо организовать заключение выполнения договора, осуществлять контроль, подписывать акты приемки передачи и непосредственно отдел городского хозяйства несет ответственность за выполнение данного договора. Кто за принятие данного решения, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Кто против? 1, 2, 3. Кто воздержался? Решение принято. Температура окружной студии, проекте Сиранарина, оркестра Амуркова, Гумика, Наверина, Эстонная, Рики, Хантер, города Мистерсуан. Так, третий пункт повестки дня, представление кадастрового проекта реновации помещений Сиранарской центральной библиотеки, разрешение на проведение госпоставки. Докладчик Александр Давыдович. Уважаемые депутаты, в принципе, этот вопрос уже вами обсуждался, когда мы утверждали бюджет. То есть у нас в инвестиционной программе запланирован ремонт помещений библиотеки в здании Соломеевской гимназии. Для того, чтобы представить ходатайство в фонд регионального развития, наверное, по-русски его перевожу, 15 февраля необходимо соответствующее решение городского собрания, и мы хотим получить полномочия на проведение процедуры госпоставки в рамках тех средств, которые утвержденным бюджетом определены. Ну и как я уже комментировал, основная часть, которая будет представлена в ЕРС на получение поддержки, это строительная часть. Та сумма, которая в бюджете запланирована, если результаты госпоставки позволят эту сумму уменьшить, то все оставшиеся средства на оснащение этого помещения библиотеки будет тратить. Но это уже другая поставка.
Только вкратце все. Коллеги, пожалуйста, давайте вопросы докладчику. Так, вопросов не вижу. Замечаний. Замечаний также не вижу, тогда переходим к проекту обсуждения проекта решения. 16 февраля 2016 года для ЕС в рамках региональной программы инвестиционной поддержки ходатайством под проект реновации помещений Североморской городской центральной библиотеки на следующий год. Предполагаемая общая стоимость проекта составляет до 526 374 евро. Сумма ходатайства составляет 32 тысячи евро. Самофинансирование со стороны города Североморска составляет 294 374 евро. Обеспечить в случае удовлетворения ходатайства самофинансирования по указанному в пункте 1 настоящего решения проекта в сумме до 294 374 евро за счет средств, предусмотренных в бюджете города Североморска. И дать разрешение Североморскому городскому управлению на инициирование и проведение процедур господставки для реновации помещений Североморской городской центральной библиотеки и осуществления надзора собственника и определить предполагаемую стоимость господставок всего в сумме 326 374 евро. Кто за принятие данного решения, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 12. То есть у вас кто против? Кто воздержался? Решение принято. Уважаемые коллеги, прежде чем перейдем к следующему пункту, вернемся к началу, у нас остался непоздравленный именинник. Я боюсь, что мы в процессе нашей работы забудем это сделать. Моника, мы вас забыли поздравить на нашем собрании и поздравить. У нас еще полтора часа. Так что подождем 25 минут, уважаемые коллеги. Итак, следующий пункт повестки дня. Изменение постановления Североморского городского собрания от 27 марта 2014 года делегирование городского управления решений вопросов, переданных компетенцию местного самоуправления закона об основной школе гимназии. Докладчик перепасывает. Lubage mu taas teie ees esineda eesti keeles. Majandusel pärast ma vastan vene keeles teie küsimustele. Teema on selge ja teie poolt varega läbi arutatud. Tuletan meelde, et munitsipaalüldhariduskoolide tegevust reguleerib põhikooli ja gümnaasiumi seadus. Ja mäletatavasti me teiega koos vaatasime läbi ja jagasime ära meie õigused ja kohustused ja teatud küsimused delegeerisime linnavalitsusele. On jäänud üks moment, mille juurde me täna peame tagasi tulema ja mis on tingitud reaalses situatsioonis. Ehk teisisõnu tegevuskulude katmises on kõik kohalikud omavalitsused, kelle lapsed õpivad antud koolis kohustatud katma. Ja seda tehakse proportsionaalselt vastavalt sellele, kui palju lapsi õpib antud koolis või antud omavalitsuses. Riik kehtestab piirmäära. Tuletan meelde, et 2015. aastal ehk eelmisel aastal oli piirmäär 91 eurost kuus. Sellel aastal on piirmäär väiksem 86 eurot. Ja see ongi tõestuseks selleks, et piirmäär ei ole mitte aktsioon, aga muutud, kuna see sõltub konkreetselt laste arvust, ja kui laste arv kasvab koolis, siis tegevuskulud loomulikult ka väheneb. Seadus ütleb nii, nagu ma eelnevalt teile selgitasin, kohustused. Aga seal on üks väike tähelepanek. Kui omavalitsused ei lepi kokku teisiti. See tähendab piirmäär ennast rohkem. Ei tohiks nagu nõuda, aga kui omavalitsused lepivad teisiti kokku, võib see kulu ühe õpilase kohta olla kõrge. Nimelt, eelmisel aastal pöördus meie poole Tartu linnavalitsus ettepanekuga sõlmida leping
ja vaadata läbi või vaadata üle õpilaskoha maksumus. Tartu üldhariduskooli õpilaskoha maksumus on 71 €, mis on alla piirmäära ja ei peaks meile, ütleme, peale valmistama. Aga Tartus on palju keskkoole, mille maksumus on tunduvalt kõrgem. Siinkohal võin öelda seda, et meie lapsi ei õpi nendes koolides. Aga on teine situatsioon, kus meie üks õpilane õpib Narva Palju koolis ja see on ka erivajadustega õpilaste kool ja seal on tegevus kõrgem. Nii et me peame kokku leppima ja selleks, et selliseid situatsioone kiiremini, objektiivsemalt lahendada või just nimelt kiiremini, sest me peame seda läbi vaatama igal aastal, sest novembrikuus tehakse arendused. 30. novembriks peame me olema õpilaskoha maksumuse kinnitanud, delegeeridagi antud küsimuse lahendamine Sillamäe linnavalitsusele. Aitäh! Спасибо. Уважаемый коллега, пожалуйста. Если можно, на русском языке пояснить, какое отношение, что это за договоренность, и какое отношение Тарту имеет Силомя, о чем договор? Еще раз, как я сказала, что в законе, точно скажу, параграф 83 пункт 2 говорит, что да, местное самоуправление учитывает предельную цену, если они не договариваются по-другому. В прошлом году я сказала, Тарту нам отправила письмо, так как у них цена в основной школе 71 €, а у тех школ, где обучаются детей с проблемными детьми, называется хек-капсакер, там цена выше. Это первое предложение, и, честно говоря, нас не касается, потому что наши дети так не учатся. А вторая ласточка, так сказать, у нас появилась с Нарвой. У нас один ребенок с 1 сентября, по-моему, 2015 года учится в Нарве Паль-Коль. Это спецшкола, и там стоимость намного выше, чем государственный пилмар. Если мы говорим государственный пилмар сегодня 87 €, тогда в Нарве в прошлом году, по-моему, 30 ноября, уже решили принимать решение, сколько стоимость ребенка, и у них 154, хотя я скажу, что нам же может будет это даже 160 или чем-то больше. То есть мы должны договориться. Тут есть еще один такой нюанс. Если мы считаем, например, что может быть даже стоит идти на переговоры, потому что и в наших школах учатся дети из других самоуправления, и когда у нас они занимаются в маленьких классах или так далее, у нас может стоимость тоже быть другое. То есть это договоренность, это не обязанность. А тогда у нас есть право идти на переговоры. Закон говорит, собственник школы решает. Еще, пожалуйста, вопрос, уважаемый. Итак, директива касается права, которое представляется городскому управлению, чем доведение переговоров по стоимости за того или иного ученика. Так? Итак, возвращаемся к проекту решения. Кто за то, чтобы делегировать городскому управлению решение вопросов, переданных в компетенцию местного самоуправления, закон об основной школе и гимназии, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kõik on poolt. Пятый пункт повестки дня, на котором есть пункт о подозрении самого представления. Я не буду докладывать, лишь напомню, какие у нас процедуры предусмотрены. Значит, голосование тайное, у нас должна быть комиссия, состав комиссии был когда сложился, если это все на месте.
Решение принимается простым большинством, то есть мне нужно, чтобы было 11 за 31. Чтобы она велась по закону, то есть это когда, допустим, выбора мэра или председателя городского собрания. В данном случае В данной ситуации, поскольку присутствует все, то это 11 человек. А если половина откажется? Уважаемые коллеги, дело в том, что даже не участие в выборах, все равно положительное решение есть 11 голосов. Тогда так определено. Нет, если даже больше, Я еще раз, будьте добры, комментарии. Здесь у нас если при тех, кто принял участие в выборах, большая часть проголосовала за. Все, решение принимается. 37 за, а остальные просто воздержались. Похоже, что не значит, минус, значит, тоже. 11, значит, если 27, значит 11 голосов. Значит, 100 человек участвовал, голосовал, один был лишен. То есть сразу один должен проголосовать за. Ну, в данном случае, если 27 человек, да. Из Из голосовавших, из тех, кто принимает участие в голосовании. Если сегодня было на заседании 15 человек, то, соответственно, минимум 8. Так, можно еще ситуацию конкретно? Если сегодня, значит, если сейчас получает бюллетень 21 человек, то должно быть минимум 11 голосов. За одного человека. За одного за, да. За одного Если только будет 10, значит не будет этот человек, полгода никому. Если будет 10, а 10 проголосует, значит не будет. Давайте проголосуем в программе. Если ты проголосуешь, они посчитают. Я задумал так, что если 2-3 человека проголосуют за одного, то Уважаемые коллеги, с глубоким уважением представленных депутатов, кандидатов, но в этой ситуации в любом случае должно быть хотя бы большинство состава, иначе смысл, когда вообще хватает. Коллеги, возвращаемся к голосованию тайны. По традиции у нас существует счетная комиссия. Я напоминаю, традиционных участников этой счетной комиссии, если кто-то хочет заявить себя сам, уважаемые коллеги, мы не будем против, но я просто помню, что по традиции членами счетной комиссии у нас были Галина Буркова, Игорь Малышев и Арай Карапетян. Если, уважаемые коллеги, вы не против, я предлагаю в этом составе счетную комиссию и давайте минуту вперед. уважаемые, не против? Или кто-то хочет сам себя комиссию? Соглашаемся? Тогда, уважаемые коллеги, Сергей, пожалуйста, что для этого нужно? Прошу. Уважаемые, счетная комиссия. Уважаемые депутаты, обращаю ваше внимание, счетная комиссия закончила свою работу, было выдано 21 бюллетень, получили 21 бюллетень обратно, значит 7 бюллетеней было недействительных, 1 бюллетень был за Эдуарда Зинчика и 13 бюллетеней было за Анатолия Полупаха. Уважаемые коллеги, прошу тогда всех спать. Предлагаю поставить вопрос на голосование. Поддержка. Так, уважаемые коллеги, возвращаемся тогда к результатам счетной комиссии. В соответствии с существующим порядком звание почетного гражданина присваивается Антону Ивановичу Полупаху. Мы должны с вами утвердить результаты счетной комиссии. Прошу голосовать. Единогласно. Итак, переходим к последнему пункту повестки дня. Отчет правовой комиссии. Пожалуйста, Дмитрий Иванов. Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие лица, сразу скажу, что в связи с тем, что поступила жалоба в городское собрание
что якобы у нас не проводится материально на эстонском языке, или мало проводится. Вот, значит, свой отчет я скажу на эстонском языке, вот, также на русском, тогда уже отлично вопрос попробуем. Okei, nii, sillä mä linnavolikogu alaline komisjon esmakordselt moodustati 2009. aastal ning pärast juba tema tegevus alati juba uue linnavolikogu koosseisus juba oli määratud Sillamäe volikogu otsusega 12. novembril 2013. aastal. Komisjoni koosseisu kuulub 10 inimest, neist 3 volikogu liikmed, siis 4 juristi haridusega inimest, samuti on politsei- ja päästeameti esindajad ja tervisekaitse ja muud isikud. Nii et õiguskomisjoni valdkonda kuulub meil linna õigusaktid, linna põhimäärus, avaliku korra küsimused, turukaubandus, siis alkoholimüük ja tarbijakaitse küsimused ja selle nõustamine. Õiguskomisjonis viis läbi oma istungikus arutati üle 60 küsimuse ning oma istungile volikogu liikmed vaatasid läbi üle 150 dokumenti ning arutati üle 20 laekunud avaldust pöördumist või päevitust. Põhiliselt teemad olid linnakorra ja eesmärgid, mida komisjon arutas, nende hulgas on Sillamäe linna eelarve, lisaeelarve, eelarvestrateegiad, Sillamäe linna arengukava, korruptsioonivastase seaduse rakendamine, siis korrakaitseseaduse rakendamine ja alkoholi tarbimispiirangute kehtestamine Sillamäe linna territooriumil, järelevalve teostamine Sillamäe linnas, Sillamäe linna põhimäärus ja linna üldõigusaktid, korterielamute remonditööde toetamise kord, tunnustuse avaldamise kord, spordiklubide toetuse andmise kord ja spordiorganisatsioonid, samuti avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskirjad. Siis on erinevad sotsiaaltoetuse väljamaksmisega seotud küsimustega korrad ja eeskirjad. Ja samuti on õigusalane abi ja konsulteerimisküsimused. Mis puudutab laekunud, komisjon laekunud avaldusi erinevaid ja pöördamisi, siis põhiliselt oli korteri ühistuga seotud küsimustega, samas on tarbijakaitse küsimustega ning linna kommunaalmajandusega. Õiguskomisjon kajastaks oma tegevust ka linnalehes, Sillamäe televisioonis ja samuti on kõik protokollid on kättesaadavad Sillamäe linna avalikust registris. Aitäh! Значит, сегодня правая комиссия Государственного собрания была впервые организована в 2004 году. Потом в этом составе городского собрания были определены сферы деятельности ее. В состав 10 членов, 3 члена городского управления, городского собрания депутатов, 4 человека с юридическим образованием, представители полиции и Татарстана, департамента, также департамент защиты прав потребителей. Правовая комиссия проводила свои заседания, на котором было рассмотрено более 60 вопросов, просмотрено и проработано порядка 150 документов материалов, более 20 жалоб, обращений и изменений. В основном это касалось работы актов, городских общих правовых актов, также вопросы, значит, применения коррупционного закона, это употребление алкоголя и установление ограничений на территории города, вопросы надзорной деятельности, различные порядки, положения города, различные правила порядки как в сфере спорта, так и в социальной сфере, вопросы оказания правовой помощи и консультирования и судебных.
Исходя из поступивших на комиссию заявлений обращения запросов, мы выяснили, что от администрации города и также от других можно сделать вывод, что есть три главные темы, которые затрагивают комиссию, которая обсуждалась. Это значит, вопрос проблем в коммунальном, связанных с коммунальной сферой, вопросы корпоративного товарищества и по защите прав потребителей. Значит, правая комиссия делала информацию, публиковала в городской газете, в телемайском телевидении, и протокол правой комиссии доступны для открытого пользования граждан посмотреть в открытом месте городского управления. Спасибо. Уважаемые коллеги, по данному вопросу не требуется голосования, мы принимаем информацию к сведению. В завершение хочу вам сказать, что 22 февраля планируйте себе торжественное собрание, посвященное Городине Эстонской Республики, 22 февраля. Следующее заседание городского собрания планируется 25 февраля. В любом случае информацию получите дополнительно, но себе на всякий случай пометьте 22 это автор, 25 это заседание городского собрания. Заседание городского собрания закончено, все свободны. Всем спасибо.